Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Мужчина, который изменит вашу жизнь. Кто он такой? Знаете вы его или нет? Ну и как этот мужчина изменит вашу жизнь? Давайте посмотрим. Ни о ком не думайте, просто загадайте на себя. И нужная информация вас обязательно найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы. И пусть нужное, важное и полезное вам откроется. Я прошу высшие силы. На птице вашу. Ой, я даже птицу немножко испортила. От эмоций, видите, вот она птица, вот он мужчина сверху на птице сидит. В руках он держит четверку, вернее, в правой руке у него четверка, а в левой руке у него знак богатства, руна богатства показана. А еще над этим человеком образ как ангела. Ангел над ним летает. Какой-то необычный человек. Почему-то букву П показывают, букву О, букву Л, буква Н. Еще знак победителя вышел. Возможно, эти буквы, которые я назвала, это как инициалы могут быть. Ну, понятно, что мужчины разные, да, не один на всех идет, а разные мужчины. Может быть, эти буквы про место, где вы встретитесь, познакомитесь. Но больше мне, конечно, что это инициалы. Необычный мужчина изменит вашу жизнь. Прям очень необычный. Он летит на птице с какими-то невероятно длинными крыльями. Либо мужчина сам по себе птица высокого полета, да? Непростой, смертный. Либо мужчина прям совсем очень далеко сейчас где-то находится. И чтобы с вами встретиться, познакомиться, ему предстоит, не знаю, полмира пролететь, да? Может, вы уже знакомы, а может, и еще только предстоит. Я не могу вам сказать. Я не вижу знаков, которые бы либо подтвердили, либо опровергли, что вы уже знакомы. Ну, какой-то необычный, крутой мужчина. Птица высокого полета. Сильный ангел-хранитель. А может быть, это и не ангел-хранитель, может, это покровитель, да, покровитель, учитель, наставник. Либо какой-то прям совсем еще круче человек покровительствует, прикрывает этого мужчину. Очень-очень необычный персонаж. Необычный. Знаете, девочки, я так скажу, чему быть, того не миновать. И ну вот звезды должны как-то еще расположиться в правильном направлении, да, либо в правильной диаграмме, чтобы этот мужчина появился. Есть какая-то помеха, причем помеха с вашей стороны. Эта помеха может быть как и внутренняя ваша помеха, вот вы не готовы к отношениям, либо вы еще не до конца отошли от прошлых отношений, либо, возможно, кто-то вас магически от этого мужчины закрыл, ну, либо закрывает. Допустим, на вас может быть приворот, да, вы живете и не знаете, живете с мужчиной недостойным и плачете, но любите, да, и мучаетесь с ним, и не понимаете, что это всего лишь приворот. И вопреки сложившемуся мнению, я вам говорю, как в прошлом практик, очень активный практик. Мужчины привороты заказывают почаще, чем женщины на самом-то деле. Почаще, еще и как почаще. И мужчины в плане вот ревности, в жажде обладать, они прям более неспокойные. Мужчины, ну вот если у женщины, типа, я буду хорошая, я ему покажу, что я хорошая, я его добьюсь. А у мужчин, у них вот это самообладание и самомнение, они очень уязвимы. И если мужчина не может добиться женщину, либо он начинает там паниковать, что я там какой-то не такой, что она меня там променяет, бросит, они прям идут сразу за приворотом.
Поэтому что-то есть. Вам бы снять это, что мешает вам встретиться. Возможно, вы уже знакомы, да, а встречи не происходит, либо вы вместе не можете быть из-за того, что есть вот эта преграда. Преграда как стена. Преграда, которая, ну вот какой-то невидимой такой пленкой вас размывает, да. Мужчина не знает, куда ему лететь, где вас найти. Да, не знает, либо он не видит конечную точку, да, вот куда мне лететь. Вот что-то есть, какой-то негатив. Надо карты брать. Негатив с вашей стороны. Ну, общая отсыпка очень сложно, да, вот прям так конкретно сказать. Это вот если личное, то там уже все понятно. А на общей сложно, потому что и так может проиграться. Вы все разные, со своими историями, со своими жизнями, судьбами. Ну, вам что-то не дает стать счастливой, найти того самого, да, либо чтобы тот самый наконец-таки вас нашел. Либо воссоединиться с тем, кто может сделать вас самой счастливой, потому что вы уже знакомы, а отношения никуда не идут в силу разных обстоятельств. Ну, быть вам счастливой, любить, любимой, быть в семье, быть с любимым человеком. Ну, это как ваша удача, как ваше счастье, ваш шанс. Видите, любить, быть любимой, счастливой быть, с любимым человеком, семью создать. Это ваше будущее. Окей. Давайте посмотрим на помехи. Что мешает? Что мешает конкретно и как от этого уйти? Как убрать эту помеху, да? Потому что вот он в корне летит, то есть он где-то уже рядом, понимаете? Либо знакомый, и никак у вас там все не сложится, не устаканится, либо вы должны познакомиться, но он вас не видит, потому что вас вот что-то закрыло, прям конкретно закрыло. Такое размытое пятно, даже не образ, а размытое пятно мне идет. Тучи. Ну я же говорю, да? О, закрыла. Смотрите, я говорю, закрыла. Замок выходит. Коса. Звезда. Вообще от вас холодом веет на самом деле. Вот это то ли магия, то ли ваш этот внутренний испуг, зажим, он холодом веет, да, либо заставляет людей ощущать холод от вас. Да, вот если мужчины там не подходят, не знакомятся, если не получается с кем-то выстраивать отношения, от вас веет холодом. Да, вы прекрасная, да, вы неземная, но вы звезда, вы холодная и вы далекая. Туча, что-то ей, помеха есть, закрывает вас полностью, отсекает от вас счастье. Ну, по этим картам, опять же, то ли магия, то ли приворот, то ли внутреннее, да, какое-то состояние. Очень часто женщины, переживая драматические отношения, просто выгорают изнутри, а потом они закрываются ментально и сердечно, и уже к себе никого не подпускают, но при этом думают, что к ним никто не подходит. От вас энергетика холода. Ну, кто к вам подойдет? Чтобы что? Заморозиться, либо отморозить себе причинное место. Ну, понятно, что не подойдет. Ходят люди рядом с вами, но их прям холодом от вас отбрасывает. И приворот также работает, да, магия также работает. Прям холод идет. Я его прям ощущаю, костьми ощущаю, понимаете? Это даже какой-то не внешний холод, а внутренний. Как морозит изнутри. Морозит изнутри. Есть что-то, есть. Хорошо, что вам делать? Либо оно само пройдет. Что вам делать? Что вам делать? Ну, крест, молиться. Молиться, очищаться, избавляться от этого негатива. И у вас есть все шансы, у вас сильный дух. Неважно, это что там, приворот, порча или внутреннее состояние. Вы можете от этого избавиться, вы можете сбросить крест. Вы можете свое прошлое оставить в прошлом. Мои хорошие, делаем чистки, верим, себя восстанавливаем.
Кому-то психолог поможет, кому-то поможет действующий практик. Кто-то и сам в состоянии себя вытянуть, да, из этого холода или отогнать этот холод от себя. Судьба. Возможно, да, у вас такая судьба после долгих страданий обрести свое настоящее счастье. Но вы видели, там было сердце, там был клевер и там были аисты. Это настоящее счастье вашей жизни. А этот негатив, ну, он не останется с вами. Видели, там в гроб ляжет этот ваш негатив. Кому-то, как я уже сказала, да, и Вера поможет. По медведю вы точно из себя это все сбросите. Просто вам нужно заняться этим вопросом, не сидеть, не ждать, когда же там прекрасный принц появится, а немножечко поработать с собой, со своим менталом, с чистками, да, снять с себя вот это накопившееся, ненужное. Но вы руки моете, да? Ну вот с улицы пришли, моете руки, там, перед едой моете руки. Это гигиена. А тут идет речь про энергетическую гигиену, да? Очищение себя. Чистки обязательно должны присутствовать в вашей жизни. Хотя бы 3 чистки делайте на убывающую луну. Любые. Вот какие вам в голову придет, любые делайте. Тут даже не важно, что вы делаете, а с каким посылом вы делаете. Кто прям говорит, не знаю, не понимаю, в пространстве нахожусь, тогда ищите мастера, пусть мастер с вас снимает, там, отливает, убирает, перекладывает. Ну вот что может, то пусть и делает. Ну и как бы вера, она же самая лучшая магия на самом-то деле. Поверьте, попросите, захотите, и по вере вашей будет вам дано. Иногда вера лучше, чем любая там черная, белая магия работает. И случаев таких огромное количество. И болезни проходят, и люди детей рожают с ужасными диагнозами. Да все бывает. Вот, просто вам закрываться нельзя. А у кого-то, вот я прям четко чувствую, вы выгорели, вас сломали, ну, либо надломали в прошлых отношениях. И из-за этого вы хотите быть счастливой, но не можете себе позволить, потому что, ну, душа упирается, да, тело, мозг упирается, потому что боится опять пострадать. Вот вы, ну, ваш мозг говорит, ага, сейчас мы влюбимся, и нас опять будут ломать, нас опять будут топтать, уничтожать, да, за нашу любовь. И, ну, вы просто себе не разрешаете до конца. Тогда вам понятно, что не к магу, не в храм, а именно идти к психологу, чтобы вытащить из вас эту травму и начать жизнь с чистого листа. Очень часто люди пренебрегают этим, да, либо люди думают, ну, ерунда какая-то, деньги берут, там с тобой пообщались, деньги взяли. На самом деле очень много людей закрытых, травмированных, и, к сожалению, людей, которые даже не пытаются что-то с этим делать, либо привыкают. Да, люди такие умеют адаптироваться, свыкаются и так и живут с поломанной психикой, да, а это очень плохо. Ну, есть также люди, да, которые под негативом находятся. Ваш там бывший либо настоящий мог вас приворожить чем угодно, и на конфеты, и на питье, и на какие-то вещи, подарочки, на что угодно. У него был доступ к вашему там нижнему белью, у него был доступ к вашим волосам, к чему угодно, понимаете? И приворотов тысячи, понимаете? Все что угодно могло произойти. Вам нужно позаботиться о том, чтобы убрать преграду. Как только вы ее уберете, вот этот прекрасный мужчина на своей огромной птице, он появится. Неважно, уже знакомый, либо мужчина, с которым вам только лишь предстоит познакомиться. С этим мужчиной, ну, конечно, ваша жизнь поменяется. Вот он возьмет вас, посадит на свою эту прекрасную птицу и унесет в свои теплые, прекрасные, далекие края. И все у вас будет хорошо, у вас новая жизнь начнется. Сильным, заботливым, ласковым мужчиной. Конечно, новая жизнь, счастливая жизнь. Вы нуждаетесь в любви, ваше сердце хочет любить. И душа нуждается в любви, в заботе, в ласке. Даже если вы очень сильная женщина, и вы говорите, да мне никто не нужен, это как раз-таки первая, скажем так, тревожная такая нотка, да, что вы очень травмированы.
Потому что все живое хочет любви, заботы и ласки. Все, понимаете? Даже вот иногда люди вот цветы выращивают, они с ними разговаривают, и цветы и цветут ярче, дольше, лучше, и выглядят намного прекраснее. Да? Все живое хочет любви и ласки. Так и вы хотите. Но из-за травмы боитесь этого, да? Потому что у вас ассоциируется любовь с болью на каком-то подсознательном клеточном уровне. Мне очень сложно об этом рассуждать, потому что я не психолог, я не могу, не умею там, да, красиво об этом сказать. Но я могу чувствовать ваше состояние. Я медиум. И то, что проходит сквозь меня сейчас, мне очень неприятно, некомфортно. Это, знаете, как будто бы что-то большое посадили в крошечную клетку, да? И уже все затекло, болит и ломается, да, в этой клетке. Вот и ваше состояние, оно приблизительно такое. Мужчина, который изменит вашу жизнь, он либо живет где-то, ну вот в другой стране, допустим, да, либо у него все дороги ведут куда-то за границу. Может, даже не за границей, но на далекое расстояние, да, допустим, там маленький городок, но переехать в мегаполис. Либо, ну, как я уже сказала, да, иммиграция даже, возможно, какая-то, может быть, может, по работе даже направят. И несмотря на то, что, да, это там переезды, культура, языки там другие, все равно это лучше, чем сидеть на том месте, на котором находится он сейчас, либо вы сейчас. То есть с ним вы по миру покатаетесь, да, не зря у него птица. Скорее всего, ну, перелеты на самолете, и, скорее всего, длинные крылья — это дальние перелеты. Может, даже с материка на материк, да, с континента на континент. Так что все может быть и, скорее всего, будет. У этого мужчины есть какая-то вот особенность. Он очень чувствительный. Чувствительный к переменам, к событиям, может предсказывать, может угадывать, может просчитывать. Может, он вообще обладает какими-то экстрасенсорными способностями. Но что-то у него есть, понимаете? Есть, и оно при нем, оно всегда при нем. И он этому ощущению верит, в своей силе он верит. У вас у некоторых тоже есть, но вы почему-то к себе более скептически относитесь, либо вы считаете, что кто-то другой лучше знает. Возможно, вам были сны про какого-то зверя, либо какое-то животное, которое вы очень боялись, а это животное вам то ли угрожало, то ли нападало, ну то ли пугало вас, да? Вот то, что вам снилось, это и есть ваша преграда. Преграда к вашему счастью. Через сны вам подсказывали. Через сны. А вы, наверное, подумали, что просто дурной сон. Либо там телевизор обсмотрелась, либо еще что-то. Нет, это была ваша преграда. Вам показывали вашу преграду в виде чего-то страшного и опасного. Но вы не стали с этим работать, а зря. Если бы раньше это все убрали, уже бы счастливые были. Тут не дело во времени, тут дело в преграде. Как только преграда рухнет, так и мужчина появится. А как ему сейчас вас найти? Он вас не видит, все заблюрено. Ну, куда лететь? Куда? Где координаты? Нету координат, да? А вас он рассмотреть не может. Ну, либо до вас он доехать не может, потому что ну, куда ехать? Ну, он-то, может, и знает ваш адрес, да, но как? Вот, птица тогда не видит, да, куда вас нести. Есть преграда, и преграда очень серьезная. Надо убирать эту преграду. Если вообще ничего не делать, вот прямо оставить все на самотек, эта преграда, она рано или поздно сама рухнет, потому что добро вечно, а зло, оно конечно. Единственное, что вы время потеряете, да, вот свое время жизни вы потеряете. То есть вы можете стать счастливее там, на несколько лет раньше, на несколько лет. Мужчина никуда не денется, он к вам уже привязан. Приписан, да, к вам, он никуда не денется. Рано или поздно все-таки встреча состоится, когда падет эта преграда. Что вы должны знать про этого мужчину, кроме того, что я уже сказала? У мужчины, у него характер однолюба, но характер такой, знаете, боевой.
Он не неженка-пушинка, и он не тихушник. Он всегда говорит четко, ясно, по делу. Мужчина, который не будет врать. Он может не сказать, но врать он точно не будет. Он однолюб, он очень верный. И вот у него какой-то пунктик по поводу семьи, семейных ценностей. Может быть, он рос без семьи. Может, он рано потерял семью. Может, у него там по жизни ни разу не получилась нормальная, среднестатистическая семья со всеми вытекающими. И ему прям очень хочется. Хочется вот именно семейности. Не брака даже, не интима, а именно семейности. Что такое семейность? Засыпать вместе и просыпаться, вместе кушать, вместе о чем-то говорить, просто сидеть, молчать, чем-то заниматься, там, делать что-то вместе. Вот этого хочется, да, родного человека хочется. Не просто жену, не просто любовницу, а родного человека хочется, понимаете? Родного. А вы есть ему родной человек. У вас души родные, это 100%. 100% есть родство, есть связь. И еще я вижу, что вы вот счастье свое по-настоящему ни с кем не имели. Да? Возможно, там и влюблялись раньше, отношения были. Но счастливой себя вы ни разу назвать не смогли. Почему? Потому что общались с мужчинами, которые не были родными душами вам. Вот и все. Поэтому счастья не было. Такого счастья, о котором вы, не знаю, в книгах читали, либо там в сериалах смотрели, в фильмах, вот его не было, потому что это была не родная душа. А вот с родной душой вы все это испытаете. Тот мужчина перевернет вашу жизнь и еще поможет вам какую-то вашу мечту исполнить, какое-то ваше желание. Понятно, что вы разные, желаете вы разного, но именно этот мужчина вам в руки вложит ключик к вашему желанию. Не важно, что хотите, важно, что вы это получите. И важно, что вы получите это через этого мужчину. И еще я вижу, что благодаря тому, что ваши энергетики соединятся, ваша общая, вернее не общая, и его, и ваша продолжительность жизни кратно увеличится. То есть вы проживете дольше, чем сейчас есть тенденция, да, когда вы одна, а он один. То есть время на счастье будет предостаточно, скажем так. И еще я вижу здесь, вот знаете, как в этих отношениях люди меньше будут как болеть, либо какие-то неприятности встречать. Потому что и любовь защищает, и энергетика настолько друг к другу подходит, она как уплотняется. Поэтому, да, вы меньше болеете, меньше подвержены каким-то неприятностям, кризису и прочим нехорошим вещам. А вы знаете, есть люди, у которых нет родной души. И люди такие ни в браке, ни в отношениях счастливыми не бывают. Да, люди могут там пожениться и даже всю жизнь прожить вместе, но вот прям счастья никогда не испытают. Вы же человек особенный, у вас есть эта привилегия, у вас есть ваша родная душа. И вот когда вы друг друга увидите, вы сразу все поймете, вы сразу все почувствуете. А может, вы уже чувствуете, да, но только вот из-за этой преграды вы вместе быть не можете. Вот мне четко идет девушка, которая чувствует это все, да, понимает, но вместе вы быть не можете. Вы ищете врагов на стороне, но на самом деле враг — это ваша преграда. И она не на стороне находится, она с вашей стороны перед глазами у вас стоит. Вот надо убрать эту преграду, и все будет хорошо. Вы будете с тем, кого вы любите, и будете абсолютно счастливым человеком. Может, вы давно мучаетесь вопросом, да, что со мной не так, почему счастья нет, почему там не могу быть любимым, либо а где же этот мужчина для меня, неужели для меня нет мужчин. Возможно, да, вас сюда ангелы привели именно на мою отсыпку, именно сейчас, для того, чтобы вы получили ответ, получили подсказку, что вам нужно делать, либо что нужно проработать для того, чтобы убрать эту преграду, ну и, наконец-таки, обрести свое счастье. Случайности не случайны, да, случайностей вообще, в принципе, в жизни не бывает. Это все замысел судьбы, это замысел высших сил. Ну, во что верите, да, то вам и помогает. Даже если не верите, да, все равно оно существует.
Ну, просто мы по-разному, да, это называем. Вот. Поэтому воспользуйтесь этой подсказкой, начинайте с себя, начинайте вот делать чистки. Даже если у вас психологическая проблема, все равно чистки вам не помешают. Не помешают, и это должно быть рутиной каждого человека, я считаю, да. На убывающую луну проводить чистки. Хотя бы 3, да, 3 чистки, любые. И вы даже по-другому себя будете чувствовать. И когда вы делаете эти чистки, у вас сознание очищается, да, ваша аура очищается, и к вам больше приходит и подсказок, и правильных мыслей, и знаки вы начинаете видеть и читать. Это все происходит. А дальше вы уже и сами разберетесь, куда и кому вам идти, и как решать вопрос с этой преградой. Так что, мои хорошие, счастливой вам точно быть. Для этого уже есть мужчина. Вы есть для него, он есть для вас. Уберете преграду, и счастье ворвется в вашу жизнь. По времени не скажу. Вы все разные. В зависимости от того, что вы будете делать, либо чего вы не будете делать, вот так оно и придет. Но счастье вам на роду написано. Это главное, что вы должны знать. Есть быстрая дорога, когда вы начинаете работать с собой, либо над собой. И это ваш быстрый путь. А есть путь, который вы все равно пройдете, он будет долгим, но так или иначе, витиевато, он все равно вас приведет к вашему счастью. Мужчина будет вас ждать, он никуда не денется, его никто не заберет, потому что он, ровно как и вы, с другими женщинами счастье свое найти не может. Потому что, как я уже сказала, вы созданы для него, а он создан для вас. Мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.